Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего нашего урока – животный мир Якутии. Животный мир Якутии богат и разнообразен. Фауна наземных позвоночных представлена 4 видами земноводных, 2 пресмыкающихся, 280 птиц и 63 видов млекопитающих. Из крупных копытных на территории республики обитают изюбр, лось, северный олень, чубуку, широко распространены косуля и кабарга. Из хищников мы можем здесь увидеть бурого медведя, а на арктическом побережье – белого медведя, волка, рысь, росомаху, писа или колонка. Давайте поговорим о некоторых из них более подробно. Начнем наш урок с отряда хищников. Якуты издревле почитают бурых медведей. Медведь по-якутски называется эге, но мы называем его кырджагас, старец. Он считается хозяином тайги. Почитание медведя – важный элемент истории народа Саха, культуры и этнических традиций религиозных представлений. Медведь в традиционной якутской культуре связан с мифологическими представлениями народа, с одухотворением окружающего мира, с многочисленными приметами и запретами. На медведей мало кто охотится, это очень опасно. Считается, что охотник может убить только 99 медведей. Якуты верят, что 100-й медведь обязательно убивает охотника. Тот охотник, который выживает, убив 100-го медведя, считается великим, но таких людей на самом деле очень мало. Нельзя ранить медведя и упустить его, потому что он запоминает своего врага и обязательно приходит за ним, где бы он ни был. Медведицу с медвежатами никогда не убивают. Это большой грех. Охотники, они никогда не нарушают такие запреты. Такие правила передаются из поколения в поколение много веков. Самым крупным хищником Якутии является белый медведь. Он обычно не пересекает границы сплошного ледяного поля и больших полыней. Он способен совершать переходы по льду через всю Арктику. Быстрое и ловкое животное хорошо плавает и ныряет. Охотится в основном на тюленей, подстерегая добычу у лунок. Волк, бёре. Волк предпочитает труднодоступные и глухие места поблизости от водопоя. Осенью и зимой волки могут объединяться в стаи, численность которых обычно не превышает 10-15 особей. Это очень умное и опасное животное. У якутов волки символизируют воинственность, храбрость и находчивость. Молодых удалых воинов обычно сравнивали с волками. Также волк у якутов – тотемное животное. Он может быть одним из воплощений шаманов. В Якутии живут черные и красные лисицы. Лиса по-якутски называется сахал. Сахал. Лисий мех очень теплый. Его используют для пошива головных уборов и для утепления зимней одежды. Следующее животное, которое проживает в лесах Якутии, это рысь. Бедер. Рысь. Бедер. Рысь предпочитает густые темнохвойные леса. Она хорошо лазит по скалам, по деревьям, хорошо плавает, держится поодиночке или парами. Рысь не так часто встречается, как лиса, и считается, что даха из шкуры рыси это очень большая редкость. Обычно она бывала только у богатых купцов или даже у князей. Росомаха. Сеген. Сеген. Росомаха. Росомаха, она всеядна, может питаться даже падалью. Зимой основа питания росомахи – это северный олень или другие же небольшие парнокопытные. Летом это грызуны, птичьи яйца, птенцы или даже ягоды. Росомаха, как и рысь,
предпочитают держаться подальше от населенных пунктов, поэтому вы их можете встретить не так часто, как других животных. Мы с вами переходим к такому животному, как лось. Лось по-якутски называется таях. Таях. Лось – это одно из самых крупных животных в Якутии. В Якутии живет вид лосей сахатый. Летом основу питания лосей составляют травянистые растения, молодые побеги и листья деревьев, а также кустарников, а зимой они питаются ветками и корой деревьев, хвоей. Они держатся поодиночке, или собираются в совсем небольшие стаи. Лось очень почитается коренными народами Якутии эвенами, юкагирами, эвенками. Следующий вид животного – это олень, таба. Таба. Олень живет в тундре, лесотундре, тайге. Коренные народы Якутии очень уважительно относятся к этим животным. Они считают оленей универсальным транспортом, а из оленей шкуры шьют одежду. Оленя мясо считается деликатесом. Следующий вид животных – это чупуку, снежный баран. Чупуку. Охотник, который добыл чубуку, считается самым удачливым, потому что чубуку очень ловкие и быстрые. Они одинаково быстро скачут как по равнине, так и по горам. Косуля. Туртас. Косуля. Туртас. Косули питаются травянистыми растениями, листвой и побегами деревьев и кустарников. Они летом держатся поодиночке, а осенью собираются в большие стада. Очень драгоценный мех у соболя. Соболь по-якутски называется кись. Кись. Кись, соболь, населяет различные типы леса, предпочитает массивы с наличием кедра или кедрового стланника. В основном соболь ведет наземный образ жизни, но он также очень хорошо может передвигаться по деревьям. Питается мелкими млекопитающими, может нападать на зайцев, поэтому это считается хищным животным. Очень похож на соболя колонок. Колонок по-якутски солондо. Солондо. Предпочитает долины рек и ручьев, которые заросли древесно-кустарниковой растительностью. Колонок держится поодиночке. Он очень активен вечером или ночью. Передвигается прыжками и хорошо лазит по деревьям и плавает. Питается мышевидными грызунами, мелкими птицами и кедровыми орехами. Сейчас вы увидите хорошо знакомого вам зайца. Заяц по-якутски называется кобах. Кобах. Зайцы в голодные годы во время Великой Отечественной войны стали настоящим спасением якутских семей. Все мужчины ушли на войну, и в селах остались одни дети, старики и женщины. Конечно, они не могли охотиться на крупную дичь, потому что для этого необходимо было бы уйти далеко в тайгу и днями и ночами преследовать опасное животное. Конечно, женщина не могла выносить такие тяготы. Да и ружей тогда было очень мало. Поэтому старики, дети, женщины ставили селки, в которые попадали зайцы, таким образом они кормили свою семью. Мы переходим к птицам, которые живут в Якутии. Сегодня я хочу вам рассказать о следующих видах птиц. Это первое – стерх. Стерх по-якутски кыталык. Кыталык. Кыталык, стерх, это крупная красивая птица чисто белого оперения с кирпично-красным клювом и ногами. При росте до 140 сантиметров размах крыльев стерха составляет более 2 метров. Концы крыльев черные.
При благоприятных условиях стерхи порой доживают до 70 лет. Стерхи – это моногамные птицы, они очень верны своей выбранной паре. В конце мая пара стерхов прибывает к месту будущего гнездования. Как и у остальных видов журавлей, свое соединение пара отмечает пением-дуэтом. Крик белых журавлей высокий, протяжный и очень чистый. Этим он выделяется на фоне остальных видов. Стерх – птица очень пугливая. Если пару спугнуть возле гнезда, то они к нему никогда больше не возвращаются, даже если в гнезде находится уже кладка яиц или даже вылупившиеся птенцы. Стерх у якутов символизирует счастье. Считается, что тот, кто увидит танец стерхов, становится самым счастливым человеком. Ему везде сопутствует удача, и у него исполняются все мечты. Поэтому якуты используют образ танцующего стерха много где, в основном, конечно, в ювелирной продукции. Другим символом счастья у якутов считается маленькая птичка-трясогузка. Трясогузка по-якутски сылгы-чы-чага. Трясогузка прилетает в Якутию к лету. Ее очень любят в Якутии. Прилет этой крошки обозначает конец долгой зимы, порой очень тяжелой весны, и обозначает начало лета. В Якутии более 40 видов рыб. Основные – это осетр, нельма, умоль, муксун, таймень, чукучан, елец, хариус, ряпушка и так далее. Якуты ловят рыбу разными способами в зависимости от времени года, от размера рыбы. Самая массовая рыбалка, мунха, тоже проводится, когда встает лед. Рыбу жарят, варят, а в зимнее время из сырой замороженной рыбы делают строганину, то есть нарезают стружками, которые употребляют в пищу вместе с острой приправой из колбы, ложечника или сараны. Давайте мы с вами повторим пройденные слова. Чтобы проверить, насколько хорошо вы запомнили, какие животные живут у нас в Якутии, мы сейчас будем отгадывать загадки. Вам нужно будет дать отгадку сначала на русском языке, потом на якутском. Первая загадка. У косого нет берлоги, не нужна ему нора. От врагов спасают ноги, а от голода кора. Кто это? Заяц. И по-якутски это звучит как? Колбах. Правильно. Следующая загадка. Словно царскую корону носит он свои рога. Есть лишайник, мох зеленый, любит снежные луга. Кто это? Олень. Табак. Хорошо, идем дальше. Молодцы. Лесники ее котят взять домой не захотят. Ей не скажешь, кошка, брысь, потому что это рысь. Бедель. Правильно. И последняя наша загадка. Красногрудый, чернокрылый, любит зернышки клевать. С первым снегом на рябине он появится опять. Снегирь. И мы. Правильно. Вы замечательно справились с этим заданием. Давайте мы выполним следующее задание. Я на доске буду писать набор букв, а вы из этих букв будете составлять слова, обозначающие названия животных Якутии. А теперь наши помощники по очереди составят из этих наборов букв слова, обозначающие названия животных Якутии. И они, возможно, даже немножко, чуть-чуть нам расскажут, кто это на самом деле. Давайте мы пригласим к доске первой Настю. Настя, будь так добра, сложи, пожалуйста, вот из этих 4 букв название животного. Это бере. Что в переводе волк.
А это сахел, лиса. И третье слово – эхе, медведь. Очень хорошо, спасибо, Настя. Давайте мы пригласим к доске Сашу. Саша, тебе остались два слова, да? И, они самые у нас длинные. Давайте мы посмотрим, какие же названия животных получатся из этого набора букв. Саша, как ты думаешь, что это за слово здесь спряталось? Так, это слово бедер, что в переводе рысь. Правильно. Давайте последнее слово рассмотрим. Так, это кыталык, что в переводе на русский стерх. Каталык, стерх, обозначает у якутов счастье. Это наша птица счастья. Увидеть танцующего стерха – это очень большая удача. Спасибо, Саша. Присаживайся, пожалуйста. Сейчас мы вам продемонстрируем небольшой диалог на пройденную тему. Мы будем разговаривать на якутском языке о том, какие же животные населяют нашу республику. Давайте начнем. Саха сиригер канны кыллар баллары. Волк, Бөрі. медведь, Эхе. лось, Таяқ. рысь, Бедер. лиса. Сағыл. Молодцы. Следующий вопрос. Саха сиригер канны көтөрдөр балларын эхи биляға дей. Гусь, Хас. стерх, Кыталык. ворон. Фор. Хорошо. Следующее. Кандык күнді түйләқтері эхи биляға дей. Соболь, Кись. песец. Крыса. Хорошо. И последний вопрос. Энчиегат канны кыллары тутарны. Кошка, Коска. собака, Ыт. курица, Куруса. корова. Ына. Хорошо, замечательно. Мы с вами узнали, какие животные живут в Якутии, и мы с вами узнали, какие птицы живут в Якутии. Каких животных держат у себя дома наши помощники Настя и Саша. Наша планета совершенно удивительна. Ее населяют самые разные животные, птицы, насекомые и рыбы. Мы должны жить в гармонии с природой, и тогда мы будем крепки и духом, и телом, мы будем здоровы и счастливы. Всего вам хорошего. Спасибо большое за внимание.